Конкурс «Команда Абхазии», направленный на выявление и поддержку перспективных руководителей, стартовал 12 февраля. Заявки подали более 3000 человек. Спустя 2 месяца и 3 конкурсных этапа состоялось торжественное награждение победителей. Церемонию открыл президент Абхазии Бадра Гумба. Хочу отметить, кто бы ни вошел в 20-ку лучших, сегодня в этом зале не будет проигравших. Вы успешно прошли все его этапы. Не побоялись вступить с профессионалами и успешными управленцами в состязание, на исход которого не влияют предыдущие заслуги, должности, где нет телефонного права, где не работают связи и другие способы обойти правила. Сила конкурса «Команда Абхазии» в его возможностях, причем не только для победителей, но и для каждого из тех, кто стал финалистом. Повторюсь, вы нужны нашей стране, нам необходимы ваши идеи, энергия и профессионализм. И мы сделаем все, чтобы найти им достойное применение. Первый этап, состоявший из анкетирования, эссе и теста на анализ системного мышления, преодолел 591 конкурсант. Второй этап онлайн-тестирования на оценку управленческого потенциала прошли 345 человек. 86 из них, показавшие лучшие результаты, получили приглашение на третий этап, который проходил в Сухуме с 11 по 13 апреля. Финал – это не конец, финал – это только начало, потому что дальше вы либо вернетесь в свое прежнее место работы, либо вы получите карьерный рост, но в любом случае вы будете продолжать служить своей стране. И я вам хочу пожелать в этом успехов, не останавливайтесь на достигнутом, даже если сегодня вы не добьетесь той цели, которую вы перед собой поставили, нужно продолжать дерзать, продолжать пробовать, и я уверен, что вы добьетесь того результата, о котором мечтаете. Желаю вам успехов. В рамках финального этапа участники проходили командные и индивидуальные испытания, работали над разрешением разных ситуаций, возникающих в реальной жизни руководителей. Возможности участников оценивало экспертное жюри и члены наблюдательного совета. Я видел сегодня ваши глаза, видел обсуждение. Каждый из вас много вынесет из этого конкурса для своего дальнейшего роста, и, наверное, это самое важное. Я хочу сказать, что с разрешением Бадры Зурабовича, наверное, победители или какие-то другие финалисты конкурса могут претендовать не только на государственные должности в управлении страной, что, конечно, очень важно, но и бизнес, наверное, с удовольствием воспользуется итогами конкурса, чтобы и себе забрать лучших представителей. Изначально планировалось, что победителями конкурса станут 20 человек, но в ходе оценки финального этапа оказалось, что последние 5 участников в рейтинге набрали одинаковое количество баллов, поэтому победителей стало 22. Анжелика Вартикян, одна из 5 женщин, победивших в конкурсе, работает заместителем начальника одного из управлений Министерства экономики, а также является аспиранткой Института экономики и права. Каждый этап по-своему был интересен, потому что даже те же тесты, которые изначально мы проходили, там вроде бы были простые вопросы, но чтобы ответить на них, приходилось задумываться. Безусловно, самый интересный этап был последний, когда мы попали в финал. Очень интересные были задания, разносторонние. Приходилось и представлять себя космонавтом, и, не знаю, директором какой-то там корпорации. То есть, да, были сложности, но в целом было очень интересно, познавательно, и, безусловно, я получила большой опыт. Впереди у победителей конкурса программа стажировок у лучших управленцев России и Абхазии и образовательная программа «Мастерское управление Сенеж». Но кому-то из финалистов и победителей президент Абхазии Бадра Гумба предложил должности сразу после церемонии награждения. Так, руководителю конкурса Тарашу Хагба предложена должность вице-премьера, курирующего направление молодежной политики. Финалисту Апсерту Цвижба – должность главы управления казначейства. Финалисту Баталу Мушба – должность министра энергетики и транспорта, а победителю Ятыру Ажиба – позиция руководителя аппарата Кабинета министров. Эти предложения стали полной неожиданностью для участников. Совершенный сюрприз. Я пришел вместе со всеми, со своим часть моего коллектива решила поучаствовать, просто поддержали, просто решили поиграть вместе, провести время, некий тимворк,
В данный момент исполняющий обязанности заместителя министра финансов. По специальности юрист, по первому образованию, по второму экономист. Я, честно, не могу пока ничего комментировать в этой области, потому что для меня это прям новость, и я даже не знаю, как на это реагировать. То есть я 12 лет проработал в структуре в одной, я видел себя условно там, себя уже как-то проявил, и для меня это шок, положительный шок. Конкурс «Команда Абхазии» проводился по инициативе президента Бадры Гунба на базе российского конкурса «Лидеры России» и при непосредственной поддержке председателя наблюдательного совета, первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.